Всем привет, я Олег Самана, а это мой сынишка Глеб Олегович. Здрасте, зрители. Мы с сыном, глядя, как меняется наша жизнь, решили придумать себе проект. Проект называется «Помоги себе сам» или «Сам себе помоги». Я думаю, вы согласитесь, что и так одно и то же. Как назовут теплоход, так он и поплывет. И вот мы решили назвать свой проект «Помоги себе сам» или «Сам себе помоги», чтобы этот, в конце концов, нам это принес какой-то успех. Ну, для начала скажу. 18 лет последний перед выходом на пенсию я трудился во многих местах, и в Якутии, и в Амурской области, и в Крайнем Севере, там еще где-то, и на Урале. Участвовал в важнейших стройках страны на строительстве железных дорог. Ну, вы понимаете, что строительство железных дорог – это государственная задача. М-11, Москва-Санкт-Петербург, тоже я участвовал. В Шушарах, Пушкина трудился, мостовые развязки строил. В Мясном Бору, когда мы едем в Санкт-Петербург, Мясной Бор, все проезжают. Жизнь на месте не стоит. Вот у меня сынишка, ему 10 лет, скоро, кстати, день рождения. Через 5 дней. Ну, улыбнись, сынуля. Он до сих пор был веселый. Вот ролики видели, как он там козлятками. А тут, понимаешь, и перед камерой заскучал. Но дети как бы должны быть продолжателями нашего дела. Хорошо, когда идея не просто она родительская, когда идея становится отца, идеей сына. Это очень здорово. Я хочу, чтобы у каждой семьи было подобное, чтобы дети помогали, понимали своих отцов и родителей, и мать в том числе. Что я хочу сказать? Помоги себе сам. Действительно, сегодня наступил тот период в стране, что каждый человек должен помочь себе, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Потому что если не мы, кто нам самим себе поможет? Первый мой проект, это помимо строительства дома, это тоже был проект как бы в голове, и так и не удалось мне достроить свой дом до конца. Второй проект, это кинопроизводство, научиться делать фильмы. Ну, в конце концов, я пришел к тому, что фильмы надо... Они, конечно, мне не принесли богатства, нет. Но, может быть, отчасти какую-то известность, честь какую-то придали моей персоне. Все меняется вокруг нас. Мы меняемся, страна меняется. Поэтому мы должны прежде сохранить в памяти человечества, чувашского народа, в чувашском мире своих знатных, известных людей, которые действительно должны стать, скажем, прообразом для будущих поколений, чтобы на них люди равнялись, чтобы свою целеустремленность направляли в ту часть стороны бытия, какие люди в моих фильмах оставили память о себе. Это и писатели, там, и художники, скульпторы, а в целом же артисты там и так далее, известные люди, певцы, композиторы. Вот как-то так. Поэтому этот проект назвал я «Помоги себе сам», завести животных по мере возможности. У меня растут внуки, вот сынишка, который день и ночь мечтает о молоке. Из этого молока мечтаем мы делать сыр, изготовить. Творожки, еще что-то. Да. Так что, Глеб, что ты скажешь? Вот у тебя сегодня первый выход к зрителю. Давай-ка скажи. Зрителю обратись.
Что бы ты им пожелал? Ну, пожелал бы. На экран. Ну, пожелал бы. Ну, А что, например, пожелать? пожелаю, чтобы отцы и дети составляли как бы единство в своей семье. Отцы и дети. Потому что приходит другое поколение своим мировоззренческим. Нет, так не должно быть. Дети должны следовать за своими родителями и унаследовать все то, что родители оставляют. Ну, имеется в виду в лучшем виде. Вот эта проблема отцов и детей, чтобы она всегда оставалась у нас самих. Тогда будет, как это называется, смена поколений. И, надеюсь, не в худшую сторону, а в лучшую сторону. Давайте пожелаем. Ну и добра и здоровья зрителям. Давай. Ну, хочу, чтобы у вас росли дети, образованные, отличниками, чтобы никакие уж там... Чтобы вот это поколение людей выросло пригодные для государства, умные, образованные, для своего народа. Так скажем, да? Согласен, сынуль? Ну, в общем, вот так. С сыном мы согласны во всем. Ну и свое согласие им мы вам передаем. Давайте до новых встреч. Всем пока. Ну что, залезай давай. Глеб, это что, у тебя борьба за место под солнцем? Давай залезай, козел. Залезай. Кто за первое место, да? Я с тебя выдерну, козел. Давай залезай. А то сейчас как прыгну на тебя. Давай, садимся. Гоняй. Или не можешь? На тебе. Сильный. Глеб, ну что ты дерешься? Залезай на резину. А он меня сам толкает. Залезай давай. Я вытолкну, козел. Я уже проиграл. Козочка пришла. Ой, да молодец. Все, снято. Вот созревает вишня здесь. Вот достаточно ее много. В прошлом году меньше было урожая, но нынче больше. Вишни. Вот у меня Глеб тут балуется. Глеб, не балуйся. Вот смотри. Глеб, покажи виноград. Виноград, хорошо. Вот у нас тут виноград растет. Так, сейчас найду-ка. Вот у нас Виноградик. один кустик, но Вот, это третий год, как у меня этот виноград. вот еще тут виноград. Да. Вот снизу. Винограда нынче достаточно много. Вот снизу еще. Да. Вот. Вот еще тут. Ну, короче, там. Да. Вот еще там. Ну и так далее. Ну, осенью я оставлю отростки. И на следующий год еще посажу. А вот у меня здесь развиваются кабачки. Ну, там капуста. Капуста, правда. Вот тут горох у нас растет. Да, тут горох. Ну, это в середине лета посаженный горох, чтобы земля не пустовала. Ну, были обильные дожди, ливни. Огород моментально разросся. А вот здесь кормушка для козлят. Это у меня баня. Старая баня, в 2010 году построенная. Теперь это козлятник. Он почти 35 квадратных метров занимает. Там парилка, обмывочная.
предбанник и кочегарка. Вот здесь у меня будет козлятник. Вот тут теплица небольшая для огурцов. Вот еще сбоку бани еще теплица небольшая. А вот это в поле вырубали лес, который растет беспощадно. И вот этот лес я притащил и оставляю вот в таком виде на зиму. А вот какой результат. Он сохнет. Вот какой сохнет вот у нас. Да. Вот, Подсох. хрустящий уже немножко. Вот тут немножко сена я заготовил. Кстати, Ну, да, мы его от дождя прикрывали. да, ну, я думаю, еще сено мы накосим. Конечно. А вот здесь я построил забор ручной. Здесь у меня участок небольшой. Называется проект «Помоги сам себе». Да, это для проекта «Помоги сам себе». Да. Здесь будет малину всю я пересажу этой осенью. Здесь заволокло серде. Серде переходит от соседей, а соседи не ухаживают за своими участками. И в результате у меня все тут в серде растет. Как джунгли. Как джунгли, да, вот Глеб подсказывает. Тут хмель на заборе. Это соседский курятник. Хмель, кстати, очень любят козлята. Им нравится, и хмель пойдет на корм. Ну да. А вот и теплица маленькая, она небольшая. Растут Пойдем покажем зрителям. огуречки, томаты. Зайдем внутрь, покажем сейчас. Урожая немного. Что-то плохо с помидорчиками. Не краснеют. Да, мало урожая. Ну, вроде бы еще есть цветочки. Ну, цветочки, да. Вот, кстати, наш огуречек. А вот какие-то помидорчики у меня еще тут, Да, вот. которые как виноградинки дают урожай. Вот посадил по незнанию. А вот огурчики. Тут 5 штук. Вот у них вроде урожай обещает быть. Количеством огурцов достаточно. Вот тут есть огурчики. Ага, пчела летает, Пчела летает. опыляет все. Да, вот. А вот огуречек тут, вот. Да, огуречек вот тут с завязкой Так, цветочной. А вот еще 2 огуречка больших. Да, вот есть 2 огурчика. И Ага. они видно, нет, Глеб? Вот они. Вот. Вот они, родные. Вот наши козлятушки отдыхают. О, любопытный Василек. Это Василиса, девочка. Вот. Осенью она должна окатиться. О, Василек аж. А вот этот корм. Здесь кормушка для них. Кстати, Это я сказал, что была здесь баня. Здесь у меня раньше стоял диван. Мы тут веники вязали с сыном, с Глебом. Ну, теперь это мы все отдали нашим животным. Здесь вот этим. в зимнее время будет как бы защита от снега. У них крыша есть. Ну да, в принципе, да. А вот у меня кочегарка. Здесь настелены полы. Полы настелены. Печка под землей, под полом. Вот тут заготавливаем даже. Да, здесь над ними 2-й ярус. Здесь грубые корма. Вот сушеные веники, березы там, еще какие Да. настелили. Готовимся к зиме. Вот это у них соль, сода. Да, вот тут придумал я. Тут сода, тут соль для них они употребляют. А вот это был предбанник раньше. На этом предбаннике мы
пили квас, пили пиво после бани, выходя. Чай. И тут как бы все есть. Вот сначала тут чайник стоял. Да, тут столик такой. Ну, теперь на этой скамейке и на Василиса. столике. Это вот Василиса, это Василек. Василек Сейчас продемонстрируем, как он залезет. отдыхает. Ну ладно, не надо. Там тоже Это на у выбор. Василька. Да, на выбор. Да, где спать. Да. Вот это было раньше у меня обмывочная. Здесь мы мылись. Ну, теперь вот здесь сушатся веники на зиму для меня. Точнее, для нас с Глебом. Конечно. Баня теперь у меня в доме своем. Мини-парилка. А эту парилку невыгодно стало топить. Эту баню. Это тут мы парились. Потому что дров надо много достаточно, а жизнь нас приводит не к богатству, а как бы вот это у меня бак, вот его плохо видать, а под этим баком стальная печь. Тут ничего не топится, тут только камни. Вот это парилка достаточно большая. Раньше мы тут парились. Да, раньше мы тут парились, Вот радовались много лет. Наверх тут убрали мы все. Да, все, скамейки. Вот, сначала мы тут парились. Это Глеб тут ноги поднимал, складывал на эту Вот. стенку. Доставал до Чудова. Да, и тут он ложился. Ну, и сейчас тут всякие старые мебельные доски от старой мебели. Ну вот, Как-то так. как-то так. Здесь, наверное, будет в обмывочной для козлят маленьких. Видно будет. А может быть, для козлят вот здесь им же надо теплое. Если козлятки родятся, возможно, они здесь будут Ну да, жить. может. Здесь теплую лампочку, горячую лампочку, это как его красную Красную, лампу. такую большую. Да, поставим. Ну а здесь, наверное, будет вот, скорее всего, доить козленка. Здесь, наверное, будем. Сено разложим. Здесь, возможно, и кормушка будет для козлят маленьких. Ну, пока все тут стройматериал у меня. Пока что еще ничего не знаю. Да, вот тут как бы все удобства были. Вот тут с зеркалами. Ну, все это мы ничего не трогаем. Вон даже цветочки. Пусть они стоят. Искусственные. Да. Ну вот пока мы смотрели, Василек здесь. Василек, привет скажи, привет скажи. Давай. Ну он любит бодаться у нас. Да, сейчас покажу. Он как богатырь, Да. геройский мальчик, мальчишка. Мы уже с ним подрались, конечно. Вот тут. Ну вот, как-то так. А это, Ты про эту теплицу не сказал. ну это маленький теплица. А вот здесь этот забор некрасиво я выложил. Опыта не было просто. Опыта не было строить подобное. Но вот его некрасиво я построил. Ничего, нормально. Я это переделаю, чтобы все было красиво. Обязательно. Это у меня выход в поле. Здесь тоже забор построил. Этот деревянный, легкий. А вот тут Чтобы козы не запрыгивали на машины. они запрыгивали раньше. Да, да, да. Они легко запрыгивают на машину. И, ну, и, Козы, разумеется, давай, прыгай на шину, давай. Запрыгивай. Я продемонстрирую сейчас, как он будет запрыгивать. Хотя он даже и не будет. Ну, Козик, давай. Покажи, на что ты способен. О, давай. Давай. Глеб, не мучай козла, не мучай Василька. Ладно, не буду. Ну, вон они тут пришли любопытные. Это козочка подходит. О, кстати, Ай, подошел. козочка, молодчина. Молодец. Наконец-то залез. Ну, Василек, Как всегда, грызет мои штаны. борьба у него в первом месте. Он как борец, как боксер. А козочка, она все же нежненькая, скромненькая. Ну вот, тот диван, о котором я говорил, он тут в огороде стоит у нас много лет. На зиму мы его укроем. Ну, как-то тут. Вот все, огород разросся. Вот у нас елочки здесь растут. Честь Кати, моя сестра. Это в честь дочери посажен много лет назад. А это в честь рождения Глеба. Елочка у меня стоит.
Мы их на зиму будем подстригать. У меня чуть-чуть. есть еще одна елочка нерожденного брата. Да, но это другая история. И тут опять кабачки растут. Капуста там. Посажен был морковь, но так разросся. Я для себя подумал, ну, сорняки одолевает вот тут укроп ради укропа. А морковь, скорее всего, здесь уже не созреется, потому что эти сорняки одолевает. Я для себя принял решение, что Вот, кстати, нет смысла сажать морковь, вот у нас тут лук растет. потому что расчищать сорняков Ой, просто несчастье. Я не знаю, как спастись от этих сорняков. папа, а Вот можешь тут у меня показать, картошка. где у нас тут вообще? Картошку, она укрыта соломой. В ютубе много рассказов. Лук. Вот ливни, что нам делают. Вот лук у нас тут растет. Помидорчик. А вот помидорчики, как, не знаю, как виноградинки. Вот сорт такой купил на рынке. Его достаточно много, но он никогда не вырастет. Крупным не станет. Вот тут еще есть полно. Пойдем капусту покажем нашу. Ну, а что на него смотреть, капуста? Капуста у нас единственная. Капуста это единственное, вот, единственное, говорит, что растет. Вот как-то так. Кабачки. Кстати, у нас даже один кабачок сюда залетел. Да, вот у нас, То есть да, два. вот они случайно упали, эти, как его, семена. Вот она сбоку выросла. Это шашлычница у нас, Да. то есть печка, чтобы шашлыки тут делать. Вот тут с дымоходом. А вот кабачок. Кабачок, который вырос. Семена выпали, рассыпались. Ну, я до конца, они провалились в щель. Ну, а потом вскоре вот появились. Вот наша летняя душевая. Да, вот у нас летняя душевая. Ну и рядом туалет, биотуалет. Вот Ну, как здесь мы внутри выглядит. спасаемся от жары летний период. Вот у меня сынишка тут катается. Вот козлятки пасутся. А так вот, это земля колхозников была. Но потом не знаю, что там власти перерешили. Под травой, под березой. Лес, он, видишь, наступает, растет. Вот вдали тоже лес, лесочек рощица. Ну вот, хозяева, то есть хозяева должны вырубать этот лес. В каком-то году большой был лес, ну грибы даже собирали. Ну а теперь вот, ну вот мои соседи не приходят уже много лет. Вот козлики. Травы много, можно накосить, но я думаю, хватит для этих двух козлят. Травы, которые я скосил чуть-чуть. Хотят на видео сняться, но А, вон козочка подошла, привет сказать.